меня тут трохи такой беспорядок, я сегодня только приехал. Вот здесь было вот так вот воды, вот где мы стоим. В выходной день на лодках с гармошкой песни поют. О-ля-ля, это секрет. Сёння мы едзем у вёску Моршчынавічы, якую я ніяк не мог націск правильно назваць. Мне ўсё хацелася сказаць Маршчынавічы. Утрэці пабачыў, як чалавек плавае на лодцы. Я спытаў у яго, дзе гэта. І ён падказаў, што якраз гэта каля гэтай вёскі, што рака Случ выйшла з берагоў трошкі, таму што сёлета няма такіх вось разліваў так званага мора Герадота. І мы вырашылі вось сюды заехаць і паглядзець, таму што якраз гэтая вёска, я ў яго спытаў, і ён сказаў, што не сказаў бы, што тут вельмі шмат людзей. А сама вёска знаходзіцца таксама вось вельмі блізка да Случы, і вакол лес. Можна сказаць, што зараз час палескіх робінзонаў. Я ўсё глядзеў у кніжцы, спрабаваў паглядзець, дзе ж яны пабывалі, і там у кніжцы ўзгадак я не знайшоў, але там былі толькі што недалёка ад горада, а былі азёры і вось гэтыя разлівы. Тут каля Моршчынавіч таксама ёсць азёры. Магчыма, адна з выспаў тых азёраў і была той, дзе злавілі зайца і пухача. Віктар і Мірон. Ну, цікава. На знаку напісана Маршчынавічы. Насамрэч правільна ўсё ж называць Моршчынавічы. Таму што нават па Маршчынавічах у інтэрнэце, калі так напісаць, то амаль нічога нармальнага вы не знойдзеце. А вось ужо пра Моршчынавічы на розных сайтах ёсць інфармацыя. У тым ліку, што тут у свае часы быў польскі памежны пункт, а потым саветы тут жа пакінулі і свой такі быццам памежны пункт. Нам распавялі, што тут недзе у Дубраве трошкі выйшла Случ з берагоў, можна там паплаваць. А дзе гэта хаця б куды пад'ехаць, не ведаеце вы? Ну это надо туды вот за этот дом ехать. Можна і не праехаць цяпер? Это только через речку. А праз рэчку там толькі на лодках, Только карацей. на лодках. А Сукачы вялікая вёска? Ну была раньше великая, сейчас там человека 3 осталось. То бок менш за гэтую. Конечно. У гэтым годзе невялікі В разліў. этом годе Амаль нет. няма. Нема. У меня вот огород в том году плавал полностью до самой почти хаты. Тут тоже так само. Вот. Отсюда, вот где эта летняя кухня стоит у него, оттуда садились на лодки и плыли в самые Сукачи. Сур'ёзна? Да. Блін, гэта было яшчэ год таму. Да, в том году это было. Вось, я думаю, ён прыкладна тут і плаваў. Таму што вось дрэвы гэтыя, вакол іх можна плаваць, конечно, прикольна, правда? Ну так, я ўпэўнены, што калі вады шмат, то тут няма гэтых штаноў, як называюцца. Але цалкам усё вадой затоплена. Праязджаем Юркевічы, таму што праз гэтую вёску нам трэба аб'язджаць раку Случ, каб трапіць з Моршчынавіч у вёску Сукачы. А вёска Сукачы, калі наўпрост, з якой на лодках можна было з Моршчынавіча даплыць, усяго ў пары кіламетраў ад Сукачоў. А нам аб'езд прыкладна прыходзіцца аб'язджаць 30-40 хвілін. Вось такое вось палессе. Вось мы прыехалі палову вёскі, не ведаю, колькі мы прыехалі вёскі, і на адной з хат напісана, што гэта вуліца Дом 14, але на
вулицы засталося ўсяго 4 хаты, які мы праехалі да 14-й. І якраз жанчына Валентина, якая сама з Сукачоў, нам распавядала, што тут вельмі шмат хат закапалі. І гэта якраз мы сядзім на лавацы, куды прыязджае аўталаўка. То бок гэта перакрыжаванне на гэтай вёсцы, прычым на гэтым перакрыжаванні, быццам тут адна вуліца толькі з дамамі, з хатамі, а на перакрыжаванні ўжо няма ніякіх хат, але перакрыжаванне само існуе яшчэ. У гэтай вёсцы ёсць 2 раёны, якія яна называла, вось жанчына. Адзін раён называецца Балгарыя, а другі раён, у якім мы зараз стаім, гэта Злодзейшчына ці злодзейная. Вось так. Таму што тут нехта некалі краў, і вось так празвалі гэты раён. Добрый день. Эта улица называется Злодеевка. Злодеевка. Да, когда-то был председатель Лущик Иван Иванович, вот он за этим домом, там уже дома нет, он там жил. Там вот по ту сторону улицы, там это называлось Болгария, вот та улица. Вот, там жил Понта, немец по национальности. А чому називається так вёска Сукачи? Здесь жил дед Варьон, он прожил 104 года. Когда я ходил в школу, мы ходили в школу в Ленина, до 10 километров, это, а уже в 5 класс мы ходили туда. Вот представь, 11 лет ребенку, и надо 10 километров туда и 10 назад. А в школе тогда не кормили. А когда я был пацаном, вот, ну, мы когда были, нам давали каникулы еще до 1 апреля. Ну, вот, если вот обычно последняя неделя марта были каникулы, то нас с 1 апреля отправляли на каникулы. Почему? Потому что вокруг деревни обливало водой. Вот здесь было вот так вот воды, вот где мы стоим. Вот. И мы лодкой, это покойный брат, вот меня, ну я маленький же был, вот, туда в магазин ездили. Лодкой, кровь по этой улице лодкой. Конец 60-х, начало 70-х годов. Вот я с Пинска приезжаю в Микошевичу, пришел у Морши, тогда транспорта не было, пешком только. У Моршевич на лодку сажусь и до самой хаты. Серьезно? Да, море нигде, островка нету. О. Это теперь вот в эти годы уже нету воды такой. Молодежь те разы, вот, ну, 60-е годы, молодежь на лодках, вот, в выходной день на лодках с гармошкой песни поют. На лодках просто плавали и песни спевали? Да. Ось это классно. Оно ж красиво было. Это сейчас все заросло. Раньше вот это все ж косили, тут нигде ни одного дерева не было. Все чисто было, понимаешь. А долго такие наводнения были? Ну, недели 2. Мы были... Обливало водой. Это сейчас все заросло. Раньше тут вообще все чисто было. Люди ж косили все. Было 90 дворов. Ну, 90? ну, где-то около 400 жителей было. А зараз 5? 3 осталось. 3? Вот 1 и там 2. Все. Мед еще робили. Ну, мед тут всю жизнь был. Ну, на меде можно было тогда прожить там зиму хотя бы? Не? Во-первых, тут никто не продавал его. Ну так вось. А, только сами для себя только хапало. Только для себя. Ага, так. Тут не было такого, чтобы ну, какая-то коммерция была. У деда было больше за 50 колод. Вот, ну, там, если он, там 2-3 колода, это з рамочного улья, это, ну, семья, если там 10 килограмм дала, 10 литров сдать, то уже она себя оправдала. А колода может дать и 3, и 2, и вообще ничего не дать, понимаешь? Гляди, які вулики. Можна каля вулика? Ну, давайте коло ули. Дом мого дядьки. Ага. Наша хата была здесь, вот сгорела. Сгорело не так давно. Ну, недзе ось типа... 10, уже 13 годов назад. Ага, ну то бок. А гэтыя вулікі, гэта вы, атрымліваецца, самі недзе рабілі іх? Да, это все я сам поробил. Тому що я бачу, що вони такі саморобні. Ну, это все я сам, все. Все это моя работа. Тяжко займатися пасікою своєю? Ну, конечно, это много работы. Надо любить еще. Я уже занимаюсь этим больше 40 годов.
Вот, ну, дед мой был пчеловод. Ну, а вообще в деревне тогда, ну, через хату были пчеловоды, колоды. Ну, у кого там больше, у кого меньше. Вот. Ну, самое больше было у моего деда. Он когда помирал, вот моему батьку отписал, 50 колод батьку отписал, да, 10 колод сыну, потом еще вот дочка тут жила. Ну, ее было больше за 60, наверное, больше за 70, наверное, колод у деда. Вось рыбу чым ловілі? Толькі вудачкамі? Ці былі вось гэтыя кашы? Што тут наогул лавілася? Рыбу ловили тогда, вот наши батьки, зимой только на продух ловили, когда вот, ну, идет замор, ходили, рубали лунки, подсадчиками, руками, как. Воды же было море, осенью тоже заливало все вокруг деревни, это теперь нету, а тогда заливало очень, очень. Вот. А уже летом, если там у кого были такие вот бредни, а нам, детям, такие кашицы, батька был, у нас был кош такой, назывался лебец, из прутиков сделанный. Вот вдвоем мы, а тогда в каждой ямочке была рыбка, такие вот щучки, карасики, мы ты разве вот дети пойдем в юны, вот этим лепцом раз по этих ямках вот везде вокруг села, и на ужин на семью поймаем. Зараз віноў няма наогул. Ні шукаць. А вось тады ўсе кажуць пра віноў, што было процьма. Тут их было столица, я вам говорю, вот, и шли уже с ягод шли. Ну, это, мать шла, говорит, давайте пойдем, да там ноги помоем. Это, по лесу шли же, это, по грози. Ну и влезли, а там было столько вьюнов. И мы на другий день не пошли у ягоды, пошли этой вьюны. Мы, это, может, 2 мешка их принесли, ну, оттуда, ну, носили. Ничто Вот, себе. здоровые такие. Вот. Ты разве мать насушит, ну, вино, мешок винов сушеных, понимаешь. Ну. Мы их как семечки это, ну, в кармане. Ну и суп варили, все с них, понимаешь. Ну. Ну слухайце, ось у тыя часы атрымліваецца, каб тут жыць, у кожнага павінна была лодка. Ну, через одного. Угу. Каб можна было куды-нибудь там поехать, куды-нибудь хотя бы выехать. Во-первых, ну, все были рыбаки. Вот мой дед, это, моего деда брат, вот тут был дом. Все были через одного рыбаки были, ну, жаки, сетки. Тогда рыбы ж было море. Угу. Море рыбы было. Вось гэтая жанчына распавядала, што ў яе бацька ці дзед быў бондарам, што ён бочкі Батько рабіў. Очень сильный бондар был. Они делали лодки, вот он делал лодки, много сделал лодок. Он делал лодки без конопатки. Угу. Сделал лодка, нигде не конопаченная, не теча. Мой дядька тоже так робил. Ну, я уже потом дядька спрашиваю, говорю, дядька Володя, вот ты мне расскажи, как вы делали лодки, что она не конопаченная, не теча? О-ля-ля! Это секрет. Вот. Оказывается, они эту доску шпунтовали, вот, в эту доску драли лозовый мох. В эту шпунт набивали лозовый мох. Вот. И потом, когда доски соединяли, вот, когда мох намокал, он разбракал и не пускал воду. Именно лозовый мох. Понял? Ну, это ж придумали так. И я говорю, лодка так зроблена, нигде, ну, они щільно робили, я его помню. Ну, как ты не робишь щільно, если то все равно конопатить надо. А тут не конопачено и не тече, понимаешь. Мы чем зарабатывали? Вот все лето, это вот мы дети, понимаешь, вот, ну, у нас была норма набрать 8 пол-литровых баночек меда, то есть это ягод, черники. Вот. Мать, заходим в лес, вот нам была норма 8 набрать пол-литровых баночек. Мать набирала, вот мы вдвоем набирали 16, допустим, это уже ведро, это большое. Мать сама набирала почти 2 ведра. Ей надо было одной принести. Я вот беру вот теперешнюю женщину нагрузить столько на плечи и принести вот за 3 километра вот этот вот, ну, 3 ведра ягод. Да она плюнула, сказала, и даже и это. А тогда вот, ну, жизнь заставляла. Ягоды приносили тут вот, один дядька принимал, там у нас тут было 4 приемных пункта. Вот. Это вот бочки стояли прямо на улице. Вот. Принимали по 15, по 20 копеек килограмм черника.
меня тут трохи такой беспорядок, я сегодня только приехал. Вот такая постелька, а то покойной мамы. Гэта вось вы кажаце, што яшчэ з авечай поўсці рабілі? Ну да, тут сольна, вот, сольна основа и это, и шерсти овечьей. Тогда у каждой хате стояли красные. Угу. Тогда все ткали, потому что другого не было. О, яшчэ у вас відзік, я бачу. Можна яшчэ зняць? Кого? Відзік. Ну, на шкле намалявана. Гэта нехта... Пожалуйста, пожалуйста. Мясцовы нехта рабіў, не ведаеце, хто маляваў? Я не знаю. Угу. А знизу гэта набіваны ковер, диван ваш набіваны. Да, это битый ковер самодельный. Таксама маці рабіла яшчэ, ці не? Да. Угу. Так, мы до вас теперь. Так долго где-то были. Там какая-то у мамина осталась вышивка. А, вось на подушках, так? Вось такая, ага, так. Но это уже 50, какого года? 50-го они, наверное. О, пашпорт, глядзіце яшчэ на признаки мовах. А это уже папе там что-то давали. Ага, да. Старые. Я уже там где-то нашла его. Ой, не знаю какого. 86-го года рождения. Можете листать его. Гэта, атрымліваецца, гэты пашпарт быў у вашай бабулі. Гэта бабулін пашпарт. Ага, так. Бабули наши. Так. Я ее еще помню, мне 5 лет было. Я ее Ага. помню, она умерла. Икона? Так, цікаво. Так само такая ось самаробная, нехто рабіў, атрымліваецца. Ой, не знаю, я в детстве все время хотела ее разбить и достать те красивые, они же были еще сейчас выгорели бумажки. Это может и грек какой-то. Ну так в детстве хотелось этого. О, вось гэта самаробныя такія, так? Саморобные, это видите, а вот для вина была, могу достать ее поставить. Ну уже же она, видите, запылилась все. А віно рабілі таксама самі? Так сами делали вино. Добра. Бочку вина с яблок делали. Гэта вось тут сушылі рыбу, так? Ну, и не сушили, а держали уже сушеную, чтобы она отвялилась и была такая вкусненькая. Ага, зразумеў. Ой. І вось яшчэ посцілка адна. Бачыце? Ой, это уже постилку на помойку забыл выкидывать. Цікавыя дакументы, дзякуй, што знайшлі. Так, все, мы выходзім. Так, все, так, да павышэння, да павышэння. Добрый вечер, зноў, гэта мы. Мы заходзім, так. Ну, вот сегодня обработал пчелы. Ага, Ну, может еще пару дней побуду и поеду. ага, так. Совсем другая логика. Она в том, что Иран – это региональная держава. Вечером поговорить на улице невозможно, такой звук Ага. идет. Бак-бак-бак-бак-бак-бак. Ну, мы сёння бачылі такую вялікую жабу, Они сейчас не бачылі. растут. Вот у меня там пруд у меня выкопанный на бывшем моем селище. Вот мы ехали, ну, уже как это, родители, отец умер, мать я забрал в деревню, в Микошевичу. Мы решили пруд выкопать. Большой пруд выкопанный. Они там не растут сейчас, здоровые такие лягушки. А вось суседка яшчэ распавядала, што змей шмат. І гадзюкі, і вужы. Так, шмат сапраўды. Меня кусала. Так, годов 3 назад, наверное. Гадзюка. Да. Ой. Вот через на моем селище там Ага. яблони, я пошел яблоки собирать. Ну, я пришел, думал скосить, а потом не хватило мне часу там покосить под это яблони. Так, ну вот одно яблоко, второе, потом хоп, у меня на бум, где-то палец сюда. Ага. Слышу, как это, как гвоздем, понимаешь. Я то ногой, я в сапогах был, она лежит, ах ты, сука. Я затоптал, понимаешь. Пришел сюда в хату, вот, взял бинтом, ну, водку, бинт намочил, обмотал. Ну, пока собрался, пока до Микошевич доехал, час прошел. Ну, уже я ехал до Микошевич, так, это левая рука.
Уже рука пухла так. Ого. До сих пор. Ну, доехал до скорой, захожу в скорую. Вот там эти девчата, что? Я говорю, девчата, проблема, газику укусила. Где? Я говорю, за палец. Ну, посидите, сейчас доктор придет. Они так, собирайтесь на Лунец в реанимацию. Мы приехали в Лунец. Какая мне реанимация? Я говорю, нормально все чую, я же не падаю, мне неплохо, блин. Минут 20 я их уговорил, чтобы меня в реанимацию не ложили. Потому что я знаю, что такое реанимация, понимаешь. Я там был уже, капельницу одну ставят, одну вынимают, другую ставят. Угу. Прочищали все. К утру уже рука опухла до плеча. Ну, это, конечно, не страшно. А уже это в субботу, а уже в воскресенье уже стала оттука. Икра? Да. А это чья икра? Щучья? Щучья икра ценилась выше красной икры по стоимости. Угу. Все время. Ну давай, один бутербродик если. Ну, это смачно. Я вам скажу, что тут очень хорошее место. Тут все есть. Рыба, говорится, ягоды, грибы. Добре, що нас там побачили, а то ось ми б там нічого Я нікого... поехал к другу, там это друг мой. Все, дякую, вельми раді познайомитися з вами були. Так,